Данные миллионов казахстанцев утекли в сеть. Как мошенники могут ими воспользоваться? Официальная новость. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана обратились к казахстанцам, получившим уведомление об утечке персональных данных из-за микрокредитной организации, передает корреспондент Тенгри Ньюс. Я буквально несколько минут назад тоже зашел в свою учетку ЕГОВ, да, и увидел, что у меня тоже есть вот такое вот уведомление. Ваши персональные данные имеются в утекшей базе данных клиентов zaimer.kz. Вы имеете право обратиться с жалобой о нарушении законодательства о защите персональных данных в Комитет по информационной безопасности МЦ-РИАП-РК. И более подробно можно узнать об этом. Дальше там на самом деле очень сложно разобраться, как именно подать жалобу вот этот комитет по информационной безопасности, да. Нам, наверное, еще нужна помощь каких-то юристов или каких-то людей. Может быть, это просто, как обычно, через ЕУТНЭШ подается эта жалоба. Может быть, это как-то еще по-другому. Но я хотел, рассказать об этом, почему это важно, да? Потому что, смотрите, что у нас сейчас происходит. Уже на российских сайтах написано, что там больше 2 миллионов или 2,5 миллионов казахстанцев, об их данные, то есть их домашние адреса, их телефоны, может быть, вторая, третья квартира. Вот вся информация, которая вот есть на ЕГОВе, она утекла. Причем вот этот сайт, да, вот эта микрокредитная организация zaimer.kz, это по факту российская организация. Ее основатели, штаб-квартира их находится в Новосибирске. Да? То есть уже сейчас россияне и весь мир, если честно, получил доступ к данным казахстанцев. То есть, смотрите, недавно было интервью Багдата Мусина, это вот министр вот этого министерства, который вот это все курирует. Да? Он на канале N-Factorial рассказывал, он хвастался о том, как он давно пытался передать данные казахстанцев банкам и дальше другим всяким организациям, но ему не разрешали это делать. Но он смог это сделать только после коронавируса. Именно пандемия нас заставила посмотреть на это все по-другому. Не с точки зрения безопасности, информбезопасности, как это будет и так далее, а именно принимать конкретные решения. И тогда вот было принято решение вместе с Национальным банком дать доступ к, так скажем, биометрической информации наших граждан, если банк ее хочет использовать для целей выпуска банковской карточки. Вот это был переломный момент вообще в целом во всей цифровизации. Потому что раньше был такой столб стоял отдельный, да, это Govtech, то есть цифровизация правительства, а это цифровизация банковского сектора. И они никогда не общались, то есть не взаимодействовали. И вот это первый такой переломный момент, когда мы базу данных, так скажем, с биометрической информацией интегрировали с банковскими платформами. Пандемия дала толчок к тому, чтобы мы все мыслили иначе, чтобы мы могли принимать быстрые решения. И знаете, тут что самое интересное? Что вот если бы в стандартной жизни, так скажем, не в пандемию, мне бы задали кучу вопросов. А это же незаконно. Давайте сначала в закон внесем изменения, давайте пропишем компетенцию такого-то госоргана, давайте изменим правила, через год проступим пилоту и так далее, и так далее. Не было таких вообще ни сроков, ни отговорок. Просто люди молча садились, делали, потому что понимали, или сейчас они сделают, или там сотни людей будут умирать ежедневно. И вот получается, что мне это нравилось. Почему? Потому что, это как в бизнесе, да, вы знаете, что это с предпринимательским началом, и когда тебе дают свободу в быстрых принятии, возможности быстрого принятия решений, это всегда классно. Потому что когда тебя сковывают законодательные акты, сверху поручения и так далее, ты начинаешь, просто как человек в песке, в пустыне просто перетаскивать ноги, и это все легко завязнуть в этой истории. И желание что-то менять и пандемия, это были те факторы, которые способствовали тому, чтобы цифровизация задвигалась именно другими темпами. То есть это, я думаю, что волей судьбы, вообще случай, то есть сама по себе пандемия, она нам преподнесла урок, и мы смогли в тот момент какие-то быстрые правильные решения принять, которые являлись основой для дальнейшей цифровой трансформации. После коронавируса отношение всех людей, всех правительств в мире к персональным данным изменилось. Даже в операционные системы Android и iOS встроили функцию, когда фактически эти устройства за вами следят. Вот вы же знаете, да, как они сделали
До этого нельзя было сделать, а после коронавируса они смогли это сделать, когда ваш телефон, он просто, вы идете по улице, и он соединяется со всеми телефонами, которые находятся рядом с вами, и он всю эту информацию отсылает, допустим, в комитет, который отслеживает ваши контакты. Типа, насколько держали ли вы социальную дистанцию, там сколько-то метров, пересекались. Типа цель была такая, что если вы являетесь источником болезни, да, то с кем вы контактировали, чтобы это передать. Под этим соусом тогда в эти операционной системы Android гигантские деньги за 500 миллионов долларов. И нужно взять в кредит на долгий срок вот эту российскую платформу Сбер. То есть тогда бы россияне получили доступ к данным казахстанцев. Мы тогда с вами, в том числе и благодаря моим интервью на канале Ермека Нарымбая, на других местах, нам с вами получилось это отстоять, но Багдад Мусин, он пошел другим путем. Он дал эти данные не напрямую Сберу, да? Он дал эти данные. Сначала это были 4 банка. Это был Каспий, там Халык, там Freedom Finance, вот этого Турлова, россиянина, который принял казахстанское гражданство. Да? А потом, после того, как это все заработало, а вот как вы думаете, как у вас в Каспии появился функционал, что вы можете оплачивать штрафы, проверять какую-то информацию, которая раньше была только в приложении ЕГОВ? Да? Она появилась именно так, потому что Мусин открыл доступ вот этим организациям. Потом он этот список расширил. Это не какой-то секрет. Он об этом в этих интервью, которые очень любит давать, он постоянно об этом рассказывает. Вот, недавнее интервью N-Factorial, он то же самое рассказывал, что и он очень этого хотел, он себя все время называет стартапером. Он министр, но воспринимает себя, как будто бы он какой-то Стив Джобс стартапер, как будто бы он за свои деньги все вот это вот будущее строит. Но по факту он нам строит такой вот цифровой концлагерь, причем управление этим цифровым концлагерем находится даже не у властей Казахстана, а у каких-то там россиян. Да? Получается, что после банков, после крупных казахстанских банков доступ к этим данным он дал кому попало. Ты вот какие-то микрокредитные, микрофинансовые организации, они заключают договор с министерством, им дается этот доступ, а потом в этих микрокредитных организациях работают какие-то россияне, которые приехали из России. Это просто основатели, тоже россияне. У них были какие-то российские вот эти микрофинансовые организации, которые, ну, грубо говоря, грабят людей. Да, на гигантские проценты их ставят. И они все вот эти схемы, вот эти все пооткрывали местные ТОшки, приехали, привезли своих программистов, которым насрать на данные казахстанцев и так далее. А может быть, извиняюсь. Подождите. В любом случае, можно я... Нет. Дефторолог. Я закончу, пожалуйста. Я закончу. Нет, я закончу, потом вы вопросы мне будете задавать. Хорошо? Смотрите. И вот получается, эта утечка произошла не с сайта ЕГОВ, да? Не с инфраструктуры ЕГОВ, но ЕГОВ открыл доступ вот этим всем банкам, которые могут вам теперь смс-ки присылать, разные эти, они знают, где вы живете, где вы работаете, вот это все. Они за счет этого растут. И потом это тот же самый доступ дали всяким, кому попало. Там есть вот этот Займер KZ и так далее. Да? А потом уже с вот этих вот сайтов специально или не специально эти данные утекли. То есть они как рассказывают, официальная теория, что взломали какую-то их российскую платформу робокасса или что-то такое там. Помимо этого сайта там находится также сейчас, там же находятся другие сайты, я сейчас их перечислю название. Минуту. Так. Не суть дела же, сколько, какие названия, скажем. Да, но это все, это займ5min.com, возьмикредит.ру, возьмикредит.com, stmprln.com, money24kz, zm24kz, cashlux.kz, займ365kz. Вот эти все сайты. Это чревато? Расскажи просто, чем это чревато?
Все вот эти сайты, эти организации, они находились на какой-то платформе, которую якобы взломали. Как обычно происходит взлом? Это не какой-то хакер сидит и подбирает пароль. Обычно это инсайдерская работа. То есть какой-то человек, который работает там, он просто отдает все явки, пароли кому надо. Майору ФСБ или какому-то еще человеку. Да, и потом эти данные сливаются открыто. А потом мы удивляемся, как это так получается, что за Адильжаном Абдугали на него специально наехала машина, специально они его покалечили, там сломали ему ногу и хвастаются этим в ТикТоке, типа, что мы его специально, что мы его оставили жить, чтобы он еще помучился. Как это так происходит, что за людьми устанавливается слежка, кому-то приходят домой, сжигают джип. Они все время руками всяких мразей с помощью вот таких вот искусственных утечек, как будто это не мы виноваты, это мы просто открыли доступ вот этому сайту, а они не заботятся о безопасности данных. Вот эти россияне, они взяли и слили наши данные, а потом приходят к людям, на них оформляют кредиты, там, сжигают им машины и так далее. Я как теперь, вот кто будет нести ответственность, если завтра ко мне домой или к моим родным придут тоже какие-то непонятные мрази и попытаются убить или покалечить, просто потому что им не нравится то, что я говорю. Багдад Мусин будет за это отвечать? Я что-то сомневаюсь. Понимаете? То есть данные всех нас, я призываю всех сейчас, кто сидит и смотрит, зайти на ЕГОВ, залогиниться и проверить, есть у вас вот это вот уведомление в списке уведомлений, что ваши данные тоже утекли. И нам всем нужно посмотреть, как делается вот это вот жалоба, потому что никого из нас не спрашивали разрешения. Никого из нас не спрашивали разрешения, хотим ли мы, чтобы эти данные передавались непонятно кому. Багдад Мусин и Токаев это сами решили. Без нашего спроса, в нарушение их же закона, который они же недавно этот закон о персональных данных и создали, они нарушили сами же закон, и теперь нам предлагают разбираться как-то, как нам эту жалобу на них же самих подать. Я не знаю, получится что-то хорошее из этих жалоб, но в любом случае что-то делать надо, и об этом нужно рассказывать. Последствия будут большие, как и для финансового состояния людей, так и для безопасности людей. Это ваши адреса, ваши телефоны, ваши имена, места вашей работы, имена ваших детей, в каких школах они учатся и так далее. Все, что есть на ЕГОВе. Они сначала все эти данные собирали, а потом начали раздавать непонятно кому и нас не спрашивали. Понимаете? Какие болезни у вас есть? Какое имущество движимое, недвижимое есть? Да, кстати, помните недавнюю новость про то, как в КАСГУ дали информацию об этих, кто является девственницей, кто не является девственницей, у кого какие венерические заболевания. Нельзя доверять государству, и особенно вот таким типам, как Багдад Мусин, вот этим всем комсомольцам, чиновникам, наши данные нельзя доверять. И еще больше всего надо бояться, когда они воображают себя технократами и стартаперами за наш с вами счет. Пусть за свои деньги строят стартапы. Оскар, вот сейчас чем это чревато, Сонайцер? То есть от вашего имени, если вы сейчас жалобу не напишете, они просто умывают руки. И это микрокредитная организация, если на вас кредит оформит, допустим, 5 миллионов, 6 миллионов, то вы уже не сможете доказать, что это вы не верблюд и что это не вы брали там онлайн-кредит. А в Косше, это в Акмолинской области, задержали сотрудника налоговой, который оформлял кредиты на граждан. Действовал он по простой схеме, приглашал к себе людей под предлогом сдачи декларации, получал их персональные биометрические данные, а затем оформлял на обманутых граждан онлайн-микрокредиты, а деньги переводил на свои счета. По данным прокуратуры Акмолинской области, таким образом, налоговику удалось провернуть 5 интернет-преступлений. Мужчине вменяют статью мошенничества, ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы и штраф до 20-кратного размера похищенной суммы. Но мошенничество налоговика еще может показаться цветочками по сравнению с масштабным сливом личной информации о казахстанцах. Пресс-служба Минцифры сообщила об утечке персональных данных более 2 миллионов граждан Казахстана, клиентов микрофинансовой организации «Займер КЗ». В открытом доступе в Телеграме находятся их фамилии, телефонные данные удостоверений, адреса проживания, размер доходов и другие сведения. В слитой базе МФО оказались даже те, кто никогда не брал микрокредиты.
по поводу защиты баз данных, потому что сегодня вы собрали, ну то есть это самый большой дата лейк на сегодня, то, что находится в вашем виде. Насколько данные казахстанцев защищены, которые находятся в базах данных ваших? Хороший вопрос. Чуть-чуть степ-бэк сделаю по поводу данных. То есть, по сути, вот про Data Lake. У нас есть озеро данных в обезличенном формате, то есть нельзя как бы там посмотреть, это Арманджан Байтасов или это Мусин Багдад. В обезличенном формате мы собрали все данные по всем семьям страны для того, чтобы анализировать и понимать, что вообще в стране происходит. Сегодня 6,3 миллионов семей у нас в Казахстане есть, они все оцифрованы по 80 параметрам. Есть недвижимость, нет недвижимости, есть автомобиль, нет автомобиля, ходят дети в школу, в какую школу, в платную, не в платную и так далее, и так далее. И вот эти все данные, инвалидность имеется ли у членов семьи и так далее, эти все данные в большом находятся Data Lake. Кроме казахстанцев, жертвами хакеров стали граждане России, Вьетнама и Филиппин, клиенты финансовых платформ, работающих на инфраструктуре Робофинанс. Таким образом, всего в сеть попали данные 36 миллионов клиентов. Государственная техническая служба сообщила, что проанализировала всю эту информацию и отправила гражданам, чьи данные стали публичными, уведомления через приложение ЕГОВ. Те, кто получил извещение, но не был при этом клиентом микрофинансовых организаций, теперь должны обратиться в Комитет по информационной безопасности. В Цифровом министерстве сообщили также, что планируют провести внеплановые проверки в отношении операторов баз данных, в которых произошла утечка персональных вот этих самых данных. По результатам проверок операторам будут выданы предписания по устранению нарушений и выписаны штрафы до 3 миллионов тенге. Ну а мы сейчас хотим обсудить этот слив с Олжасом Сатиевым. Это президент Центра анализа и расследования кибератак. Мы ЦАРКа, лидеры в области кибербезопасности Центральной Азии с клиентами по всему миру. Компания, которая выросла из инженеров и обладает лучшей экспертизой на рынке. За 5 лет мы помогли Казахстану улучшить индекс ООН по киберготовности. И это только начало. Наша задача – выстроить процесс защиты и не допустить утечки. Пока другие говорят, мы делаем. Наказать, все должны заплатить штраф. Регулировать эту отрасль, больше ужесточения, и нужно регулировать. Вот, а теперь, если перейти вот к вашему вопросу к защите данных, то в целом по кибербезопасности мы шагнули вперед. Мы были там за 60-м местом по рейтингу ООН по кибербезопасности, сейчас мы на 31-м месте по кибербезопасности. То есть как бы те вложения, которые были сделаны в рамках киберщита, в рамках, как говорится, защиты баз данных, они оправдались. И сегодня у нас есть единый шлюз доступа в интернет, за которым находятся все базы данных, вот этот Data Lake и все базы данных. И он ежедневно фиксирует, грубо говоря, там, не сказать миллионы, но сотни тысяч там атак различного формата на нашу инфраструктуру электронного правительства. Просто все граждане не знают, мы никому не объявляем. Зачем объявлять кому-то? Как бы ежедневно мы работаем и отражаем, есть специальная служба, которая вот этой всей работой занимается. Но я бы хотел сказать, что 80%, это мировая статистика, 80% кибератак это происходит именно внутри компании или внутри государства, где люди сами или того не зная дают доступ хакерам, или наоборот осознанно, как говорится, там участвуют в мошеннических схемах по, как говорится, там изъятию данных, продаже данных и так далее, и так далее. Вот. К сожалению, от утечек информации вы никак не защититесь. Ваши данные все равно будут в электронном правительстве, и оттуда могут утечь. В 2015 году ко мне подошел Арман Абдрасилов, предложил организовать организацию по кибербезопасности в Центральной Азии, которая бы начала бы пушить весь рынок, поднимать бы рынок, развивать бы его. Никто серьезно вначале нас не воспринимал, пока у нас не было победы. Добрый вечер, друзья. Вы на канале Добсос. И сегодня мы в гостях у Центра анализа и расследования кибератак. А значит, говорить будем про цифровую безопасность и защиту персональных данных. И в этой теме нам поможет разобраться Олжас Сатиев, хакер, Белмак 80-го левела и президент ЦАРКа. Олжас. А кто бы из иностранных государств, мне вот интересно, устроил бы против Казахстана кибервойну? Китай, который довольно часто устраивает кибервойны, видимо, по его мнению, не будет этого делать, потому что он типа наш союзник, мы их технологии активно используем. Приезжают специалисты из Китая, привозят технику, рассказывают, как нам установить их платформы, их камеры наблюдения, их систему слежения, социального рейтинга за всеми людьми, чтобы следить, чтобы все себя правильно вели. Да? Мне тоже пришло уведомление о том, что мои личные данные слиты. Как мог произойти, скажите, этот взлом? Потому что переживают все. Просто хакерская атака, как, например, до этого сделали китайцы и вытащили наши данные. Примерно так все произошло? Здесь немного по-другому. То есть в случае китайцев, то есть это была, скажем так, спонсируемая государством, скорее всего, кибератака, да, для того, чтобы получить там какие-то данные именно узкого количества людей. Это президент Центра анализа и расследования кибератак. Олжас, вы ведь тоже недавно стали жертвой мошенника, да? Я слышала, была такая история. Вас тоже обманули? Это было год назад. То есть это как было, что мы там с женой искали
там коттедж, да, где отдохнуть там на выходных, быстро-быстро там в попыхах, скажем так, нашли Инстаграм раскрученный с кучей подписчиков, там были прям классные рилсы, комментарии, вот, написали им, они сказали, все, ребят, мы забронируем, да, отправьте там, скажем так, аванс 20 тысяч тенге, да, и как бы ты в этом случае там быстро-быстро отправляешь эти деньги, приезжаешь на место, а там этого коттеджа не оказалось. То есть даже как бы, то есть я в этом случае даже не смог там сам себя защитить, да, то есть не успел там проверить эту информацию, перейти и так далее. Ну, с таким как бы все сталкиваются, к сожалению. То есть такие случаи бывают. Напомню, что в прямом эфире с нами был президент Центра анализа и расследования кибератак Олжас Сатиев. Как так получилось? Почему у хакеров оказались данные, ну вот даже тех людей, кто не имел никакого отношения к микрокредитным организациям, вот этим, не брал там кредиты? То есть, знаете, рынок микрофинансовых организаций, он такой небольшой, такой дикий запад, скажем так, да, и зачастую база данных переходит там от одной МФОшки к другой. И зачастую даже, знаете, вот эти вот менеджера, да, у которых вы там оформляете вот эти микрокредиты, они могут там с базой клиентов там взять и там перейти там в другую МФОшку, да, и начать продавать данные. Возможно, первый вариант это, возможно, так утекла. А второй вариант, то есть там была база, называлась, которая potential clients, то есть потенциальные клиенты. То есть это который человек, возможно, когда-то просто оставлял заявку. То есть он не брал кредит, но он оставлял там заявку, просто интересуясь, что дадут ли мне кредит, либо нет. И еще один такой вариант, что когда вы заполняете заявку там на микрокредит, то вы указываете, вот, как в банк, да, там два контакта, то есть ваши там близкие, там, либо там родители, либо там брат-сестра, либо друзей, контакт, который как бы там, если что, с кем связаться, если вы там не выплатите кредит. И, возможно, вас указали в данных контактах, вот и все. То есть вы там заполняли полностью там заявку о том, что ваш там женат, не женат, да, сколько у вас есть детей, сколько у вас есть доход, там, 1 000 000 тенге, там, либо ниже, там, чиновник, не чиновник, и родственники. То есть это все можно использовать для того, чтобы там пробовать звонить там с банка, да, во-первых. Во-вторых, там, не знаю, отсеять вас там по зарплате, и у тех, у кого там зарплата побольше, да, сделать акцент на них, потому что с них можно своровать больше денег. И вот теперь в их там базы данных добавился там еще одна таблица, они теперь знают там уровень вашей зарплаты, да, и вообще знают, заинтересованы вы в кредитах, либо нет. Понимаете? Не только вот эта организация там. Вот Аскар же перечислил в любой этой. И тот же Каспий банк, Халк-банк. Никто не имел права нашу информацию, личную информацию с Егова передавать. То есть это без нашего спроса передали. Все радуются, что можно, оказывается, блядь, штраф заплатить через Каспий. Она, блядь, как его... электронный документ, удостоверение личности, права поменять. Это все из-за того, что ваши личные данные... А Сергей, насчет Яндекс-приложения что скажешь? Да при чем тут Яндекс? Яндекс здесь абсолютно ни при чем, я согласен, но я не рекомендую пользоваться ни приложением Яндекс, ни приложением Тугис, Дубльгиз, ни приложением ВКонтакте тем более, потому что в эти приложения встроены вот эти вот отслеживания геоданных. Да? Вы, особенно если у вас неподходящие настройки операционной системы, вы не контролируете, когда это приложение включается и какие данные о вашем геопозиции собирает. Кроме того, приложение Тугис и ВКонтакте, у них есть функционал перехвата телефонных звонков. То есть они могут собирать данные, кто вам звонил, какие смс-ки вы получали там для этого, для автоматического считывания кодов и так далее. Да? То есть надо понять, что все вот эти мобильные приложения популярные, они являются сборщиками данных. Как TikTok, например, является сборщиком данных для коммунистической партии Китая со всего мира. Они с помощью него видят, что где, что происходит, отслеживают тренды там, и так далее. Развединформация. Поэтому, если вы хотите помогать России, пользуйтесь приложениями Яндекс, ВКонтакте, Дубльгиз. Если хотите помогать Китаю, то ТикТок и так далее. Нет, самое главное сейчас не это же. Сейчас... Это не главное, конечно. А главное то, что реальные наши данные утекли. Могут в мою квартиру завтра вот эти люди, которые в трэшариуме, вот это вот Будар. Они просто без вот твоего ведома твою квартиру да, продать, конечно. Оскар, понимаешь? Просто твою квартиру без тебя продадут, и ты ничего не докажешь, понимаешь? Потому что у тебя электронно-цифровая подпись там стоит.
Не, ну электронно-цифровую подпись они мою, конечно, не украли. У электронно-цифровой подписи есть доступ у работников ЦОНа. Такое тоже часто раньше бывало, когда работник ЦОНа какой-то вместе с работником банка, они вместе организовывают банду, и они используют там ЭЦП, оформляют кредит на человека. Но это немножко про другое. Это Смотри, больше про нашу безопасность. Твоего электронной подписи не нужно сейчас. Это все Поэтому теоретическая завтра опасность, не а удивляйтесь, я вижу если- прямую опасность. Сейчас это опасность безопасности, понимаете? Моей безопасности, вашей безопасности, что к вам могут завтра прийти домой, они будут знать, где вы живете, где ваши дети учатся и так далее. Какой ваш номер телефона, чтобы, например, на вас наезд совершить. Давайте пан Василий руку хотел. Спасибо, спасибо, что заметили. Друзья, смотрите, у нас, вы знаете, да, в Украине есть аналогичное приложение, оно называется Dia, оно очень, наверное, похоже, чем Егов. Подозреваю, что оно даже более продвинутое, потому что наши мигранты, которые сейчас живут в Германии, в Польше, в Испании, в Франции, там местные чиновники просто офуевают от того, какие возможности может дать это приложение. Скажу вам честно, что в Дии у нас можно переоформить машину, получить права, получить госномера машины, все сертификаты, какие там были вакцинации, все было в Дии. И у нас в Дии есть Dia Підпис, называется, Dia подпись. Что это? Это сейчас позволяет любой коммерческой структуре. У нас есть, например, я вот лично сам участвовал, Новая почта, да, это тоже инновационная компания, которая менее чем за 24 часа доставляет любой груз с точки А в точке Б в любой части Украины. И я использую Dia Підпис. То есть я уже делюсь информацией с своего аккаунта Dia с другими коммерческими структурами. Я хотел сказать, что вот то, что вы перечислили, пан Василий, оно в Егове, ну, наверное, лет 12 возможно было. Раньше в Егове этого функционала было еще больше, его становится с каждым годом меньше, потому что государство, оно наоборот, ему не нравится, что оно стало слишком электронным, слишком доступным, а оно вот эти функции начало с Егова убирать, потому что, ну, там, как ты можешь взятку там на месте оформить, если это легко будет слишком оформлять. А так там было все, что угодно. Лично я реализовывал, ты можешь пожениться чисто в мобильном приложении, ты просто придешь, все, обмен данных, все, ты там, вся подача документов, согласие жениха, невесты и так далее, все через мобильное приложение делается, ты просто приходишь, расписываешься, в конце забираешь документы, все, ты поженился. Все возможно, но надо понимать, что с удобством всегда приходит и опасность. Когда вы говорите, что в Дии невозможно взломать и так далее, я бы так уверенно не говорил, потому что это всегда что-то можно придумать, поэтому это нужно всегда к таким вещам относиться с осторожностью, да, выбирать правильный баланс. Я считаю, в Голландии, где я живу, это сделано наиболее правильным образом, где государство берет на себя только вот это приложение Digitay, то есть Digital ID, где ты просто авторизуешься на разных сайтах, ты авторизуешься, то есть этот сайт получает с помощью государства подтверждение, что ты – это ты. Все. Да? И больше они ничего не берут на себя. Все остальное – это полная ответственность вот этой организации. И когда ты будешь с ними судиться за утечку твоих данных, ты будешь с ними судиться. Это не так, что государство в лице Мусина и Токаева сами за тебя приняли решение отдать каким-то мутным российским организациям все твои данные. Раньше, если был подход, там, у нас 1300 в стране государственных услуг. Мы говорим, что 92% из них можно получить в онлайне, но проактивно, перезаписывая данные в базах данных, понятно, по согласию гражданина. И вот это наше стремление в эту сторону. Мы 8-е в мире, вот как вы сказали, в десятке, мы 8-е в мире по онлайн-услугам, по индексу электронного правительства ООН. То есть это не оценка там, частной организации, которую можно подкупить, или не оценка Казахстана самого. Это ООНовская оценка. И мы, вот, по сравнению со всеми странами,
страны, мы смотримся хорошо, но чтобы не останавливаться на месте, мы в том-то и дело, по каждой сфере мы проводим вот эту колоссальную работу по реинжинирингу бизнес-процессов, где сами себе, как государство, задаем вопрос, зачем мы это делаем, зачем мы спрашиваем лишнюю информацию и почему мы ее не можем по-другому предоставить. И вот здесь хотел бы сказать, что на 8-е место нам помогло еще перескочить, помог перескочить тот факт, что мы начали сотрудничать с финтех-компаниями и с большими платформами, такими как Каспий, Freedom, там Халык. Сейчас Джусан развивается, да. Смотрите, как это вообще произошло? В 2020 году наступила пандемия. За границей, когда говорю, что у нас в стране возможно оформить ипотеку за один день, никто вообще не верит. Никто не верит и говорит, да покажи мне, как это работает. Когда им вот так вот заходишь, показываешь, начинается какое-то там, в смысле, там, переосмысление, говорят, ну вы действительно куда-то там, шагнули, как говорится, вперед. И это сейчас, вот этот тренд, уже ООН готов распространять как кейс во все другие страны, чтобы как бенчмарк в предоставлении государственных услуг. Я хочу еще раз хочу предложить всем людям, которые сейчас смотрят или потом посмотрят, зайти в ЕГОВ и прямо отписаться в чате, если можно, что вы зашли, проверили и увидели или не увидели это уведомление. Пожалуйста, спросите не своих только родственников. уведомление это увидели, надо еще жалобу написать, чтобы завтра, смотрите. Оскар, а если у меня нет... Можно я договорю? Вот если вы получили это уведомление, раз они вас предупреждают, вот этот Мусин и компания, да, правительство. Это значит, их легальный способ уйти от ответственности. Да, они умывают руки. Если вы, допустим, на это сообщение, если пришло такое сообщение, что ваша информация слита, и вы не отписались, что да, ко мне пришло такое сообщение, прошу мою информацию, зафиксируйте, что мои данные утекли. Если вы это не напишете, завтра, если в этой микрокредитной организации на вас будет оформлен там кредит, или даже ваше, если у вас есть имущество на вашем имени, его заложат и большой кредит оформят, то вы уже ничего не докажете, да? Или, понимаете? Сколько я знаю, уже в Комитет информационной безопасности несколько сотен было уже отправлено заявлений. То есть теперь они по этим заявлениям должны там сделать там проверку и на самом деле наказать вот это владельца информационной системы, в данном случае Займер. То есть и какое-то количество там МРП, те должны заплатить штраф. То есть я надеюсь, что этот кейс, он поможет немного отрегулировать эту отрасль. Вот, и нужно регулировать, потому что мы видим, что только вот в одной системе 2 миллиона граждан пользователей оказывается. Ну, а всем остальным это вот там будут наказывать сейчас, искать виновных и кого-то наказывать. А людям, которые оказались в этой ситуации, чьи данные слили, ну, просто быть начеку, что делать вот им сейчас? Ну, напишут они заявление куда-то и быть начеку, да, в любой момент могут позвонить якобы оператор какой-то организации, якобы там из полиции или еще откуда-то, да, то есть не проходить ни по каким ссылкам, как себя обезопасить сейчас? Ну, к сожалению, от утечек информации вы никак не защититесь. То есть, либо вы вообще там перестанете пользоваться, скажем так, информационными системами, да, там, удалите там свои там везде данные, не будете пользоваться там телефоном и там всеми благами цивилизации, да, и уедете куда-то в лес. То есть в этом случае тогда вы, может быть, еще немного будете защищены. И то ваши данные все равно будут в электронном правительстве, и оттуда могут утечь. Больше ужесточения. Для обычных граждан, ну да, то есть это какие-то базовые основы кибергигиены, то есть как-то критически относиться к звонкам, понимать, что, скорее всего, ваши там данные где-то слиты и могут их использовать там против вас. Поэтому проверяйте, куда вы переходите, по каким там страницам, где вы оплачиваете какие-то там свои сервисы, и стараться не оставлять там свои данные вот каких-то таких непонятных организациях. Я хочу фокус переместить с вот этих возможностей кредитов на безопасность. То, что ваши данные уже утекли, это уже нарушили ваши правила. Уже. Вы дальше не можете контролировать, вы не можете предсказать, как эта информация будет использована против вас. Если у вас есть это уведомление, вы уже пострадали. Вы не теоретически можете пострадать, вы уже пострадали. Оскар, один вопрос можно? Да. А вот если у меня ЕГОВ вообще нету, я ходил только в ЦОН, ну, у меня в Каспе все равно вот это и штрафы есть оплатить, и это. Как они могут слить, то есть ЦОН слил мои данные? У меня никогда не было приложения ЕГОВ. Если у вас нет приложения ЕГОВ, это не значит, что у вас нет учетки ЕГОВ. Она у вас, скорее всего, есть. И данные открыли доступ вот этим организациям именно к этим данным.
Понимаете? Ваши действия здесь не требуются. Вам не нужно заходить на сайт, мобильное приложение, какую-то там кнопочку вы не ту нажали, согласие дали, не дали. Вас не спрашивали. За вас решили Токаев и Мусин. Что они дают вот этим непонятным россиянам, которые приехали в Казахстан, эти данные специально или не специально с этих сайтов сейчас слили. И что будет с этими вашими данными, вы больше никак не контролируете. Вы не узнаете, почему вам стали звонить, почему к вам пришли какие-то люди, почему на вас что-то там оформили, или еще что-то завтра произошло не с вами, а с вашими родственниками. Вы не знаете этого. Понимаете? Я хочу сделать фокус, что это вопрос безопасности. Если ваши данные в этой утекшей базе есть, если вы получили это уведомление, значит, ваши права уже нарушены, и нам с вами нужно разобраться, что с этим сделать, как эту жалобу подать или еще что-то придумать. То этот ЕГОВ нужно скачивать, да? Нужно авторизоваться, чтобы вы были авторизованы, что там было написано «Здравствуйте», там ваше имя, фамилия, отчество там, и так далее. И дальше вы заходите в уведомление, и там показывается вот тот текст, который я показал. Смотри, Оскар, у нас есть такая проблема. Оскар, а если авторизации нету, касается это? Не понимаю. Просто если люди авторизацию не проходили, информацию не предоставляли, то касается их или нет? С вас не требовалось предоставлять информацию. Это не Facebook, это не ВКонтакте, не Мой мир и так далее. Вот, видите, а у нас, эта информация при у вас авторизации у них уже есть. даем. Она из ЗАГСа, из ГЦВП. Понимаете? Она уже там есть. У вас по-другому. Смотри, Оскар. А умолчанию Оскар, вас не спрашивали. Оскар, у нас есть такая особенность. Мы не так давно продвинулись в цифровизации, как Казахстан. У нас есть такая проблема. Наша ДИА не может быть активирована в телефоне, если у тебя нет одного из электронных документов. Это может быть загранпаспорт с чипом или ID-карточка. У нас еще у многих старших людей есть бумажная книжечка и нет загранпаспорта. У нас эта ДИА, для таких людей, в основном это старшего поколения, эта ДИА недоступна, потому что нет цифрового документа для верификации. У вас есть такое? Это происходит потому, что ваша ДИА была создана относительно недавно, а ЕГОВ был сделан в 2010 где-то году, 2010-2011, когда весь основной функционал ЕГОВа делали. Потом они функционал добавляли поддержку к ЭЦП в виде файла, они добавляли поддержку мобильного ЭЦП на сим-карте, входу по СМС и так далее. Но все равно основным, самым мощным инструментом там оставался ЭЦП в виде файла, в виде двух файлов. Один для авторизации, второй для подписи запросов. Да? Поэтому вашу ДИЮ, скорее всего, уже сделали уже с учетом вот этих ошибок. Да? Так же, как и голландские ДГД они сделали ее более ограниченным по функционалу. Да? То есть, чтобы чем меньше кода, тем меньше шансов на ошибку. Чем меньше вы отдаете государству, тем меньше шансов того, что эти данные будут просраны и за вас решат, что с вашими данными делать. Поэтому в этом плане ДИА, скорее всего, лучше, чем ЕГОВ. Я не думаю, что она больше по функционалу, но в плане, как это сделано, кому давать доступ, это более разумно, ваш подход. Так, друзья, давайте подведем итог, подрезюмируем, да. Мы сейчас можем каждый сказать свое мнение. Вот послушаем сейчас и Оскара. Вот, Оскар, ты бы советовал какой алгоритм действий, еще раз, когда человек обнаружил в ЕГОВ, что его данные, возможно, имели утечку? Первый, второй, третий шаг. Простые они, нужно ли бежать в полицию? И давайте этот вопрос, скажем так, отложим на небольшое количество дней, чтобы посмотреть, какой результат, какая реакция и людей, и властей. Оскар, еще раз скажи, что бы ты советовал сделать тем, у кого появилось такое оповещение? Я всем советую обязательно в приложении ЕГОВ или на сайте ЕГОВ авторизоваться, проверить, что уведомление у вас это есть. Если оно
у вас есть, значит, ваши данные утекли, значит, вам обязательно нужно вот эту жалобу написать. Как именно ее написать, там непонятно. Мы будем разбираться с этим, поэтому вы можете подписаться на мой канал, Баскару Теорияс канал, или Баскару этот чат. Мы там будем это все обсуждать, как это делается, через EUTNESH или как-то еще. Можете попробовать сами через EUTNESH и рассказать нам, как у вас получилось, не получилось, что вам ответили и так далее. Но этим заниматься обязательно надо. Если вы этого не они просто завтра умоют руки и скажут, ну, а что можно было сделать? Вот вы же ничего не сделали, мы вас предупреждали, у вас была такая возможность написать жалобу и так далее. А так можно будет хотя бы что-то предъявить государству. Так же, как кантаровцы, некоторые кантаровцы получили возмещение от государства, да, там, за то, что нарушили их права и так далее. То есть бумажка. Наше государство работает на бумажках, и нужно, чтобы эти бумажки были, чтобы они были все жалобы зафиксированы и так далее. Поэтому это нужно вам самим. Всех судить надо. Все увидели? Если увидели, обязательно распространите среди жильцов вашего ЖЭКа, как вы это любите. Да, это была сенсация, а сейчас это будет... Благодарю вас, коллеги, это была настоящая сенсация, это была бомба.